Государственные закупки – это проведение самых разных услуг, работ на поставку определенного товара, работ, необходимых для органов государственной власти, от небольшой школы муниципального уровня до различных министерств федерального уровня. Проще говоря, это самый обычный заказ на выполнение услуг, которые необходимы учреждениям, получающим финансирование от государства. Иными словами, государственные закупки – это бензин, благодаря которому все движущие механизмы государства приводятся в действие. Но от качества этого так называемого бензина зависит огромная работа организма государства. Не секрет, что сегодня сфера размещения заказов – одна из наиболее коррумпированных сфер, поскольку основные финансовые средства проходят через государственные закупки. Благодаря новому закону о закупках госзакупки фиксируются на специальном сайте в открытом доступе, что обеспечивает всему процессу полную открытость и прозрачность. Однако избавиться от коррупции полностью пока не удалось. Коррупция увеличивает стоимость государственных закупок примерно на 25%. Госзакупки – процесс приобретения государственными учреждениями товаров, работ или услуг. Бюджет составляется из налогов, оплаченными каждым гражданином, каждым из нас. Последствия коррупции в области госзакупок. Риски для здоровья населения. Увеличивание бюджета. Нелояльная конкуренция. На данный момент за проведением государственных закупок следят Федеральная антимонопольная служба и органы прокуратуры России. В соответствии с федеральным законом о прокуратуре мы надзираем за исполнением всех действующих на территории Российской Федерации законов. Поэтому все те законы, которые принимаются в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов, подпадают под надзор органов прокуратуры. Несмотря на контроль со стороны государства, нарушения в сфере закупок все равно продолжают выявляться. Согласно мнениям российских экспертов, сговоры на торгах составляют более 80% от общего числа картелей. Прежде всего, это сговор, когда участники торгов договариваются не конкурировать между собой, не подавать ценовые предложения, либо договариваются между собой о разделе аукционов и лотов. При этом они не конкурируют между собой. Но законы о защите конкуренции и контрактной системе говорят о том, что раз ты вышел на торги, ты должен торговаться. Если ты не торговался, то для этого должны быть объективные причины. Любого рода сговоры запрещены. Прокуратура города Якутска с привлечением сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при заключении государственных контрактов на поставку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. То есть ряд аффилированных лиц, юридических и индивидуальных предпринимателей, связанных между собой в целях недопущения конкуренции на рынке поставки лекарственных препаратов и оборудования, заранее договорились принять участие в аукционах. В частности, при заключении государственных контрактов ГБУ «Центр СПИД» в городе Якутске не допускало снижения цены менее чем на 0,5%. Установлено, что компании «Диагност», «Саха-Лаб-Сервис» и 3 индивидуальных предпринимателя осуществляют оптовую торговлю фармацевтической продукцией и, будучи хозяйствующими субъектами-конкурентами на одном товарном рынке, в целях извлечения дохода заключили соглашение об ограничении конкуренции и поддержании цен на торгах при проведении закупок Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия и его подведомственными учреждениями. Немного расскажу саму систему. Единая стратегия поведения – это когда 2, редко 3 участника принимают участие в одном аукционе с той организацией, которая с ними аффилирована. В ходе конкурса сразу определяется победитель и организация, которая выступает статистом. Создается видимая конкуренция. Во всех случаях снижение цены контракта осуществляется в пределах 0,5 до 1%. После незначительного снижения цены второй статист просто отказывается от участия в аукционе и отдает победу тому участнику, который эту цену заявил. На экономику это влияет то, что цена контракта явно завышена. То есть она превышает в несколько раз даже рыночные цены.
Поэтому такими действиями наносится большой финансовый вред бюджету. Проверку мы проводили совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия. Период мы взяли достаточно обширный, то есть период времени мы проводили проверку по аукционам с 2013 года по настоящее время. В ходе проверки были установлены суммы причиненного ущерба более 52 миллионов рублей. Проверка проводилась путем изучения всех аукционной документации, установления связи между поставщиками продукции и самим заказчиком. Ну и по результатам проверки, то есть документы, когда были отправлены в Управление Федеральной антимонопольной службы, по результатам рассмотрения было подготовлено заключение о том, что данными действиями грубо нарушалось законодательство о конкуренции, и что имеются все признаки картельного сговора. По сведениям Федеральной антимонопольной службы России, если проходят здоровые конкурентные торги, то среднее снижение цены составляет 20-22%. При картеле цена либо не падает вообще, либо снижается максимум на 0,5%. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия были проверены, представлены материалы и выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях ряда хозяйствующих компаний конкурентов, а именно это заключение антиконкурентного соглашения на торгах при поставке медицинских лекарств в медицинские учреждения Республики Саха-Якутия за период с 2011 года по 2018 год. Вкратце, если объяснить, то пункт 2 части 1 статьи 11 он устанавливает запрет на картели и заключение соглашений, которые могут привести к поддержанию, снижению, повышению цен на торгах. То есть данные действия антимонопольным законодательством признаются незаконными. Если вкратце описать их действия, которые являются нарушениями закона нашего, это когда объявляются торги на поставку лекарств в Республике Саха-Якутия. В них участвует ряд компаний, 2-3, от двух до 4, можно так сказать, грубо говоря. И все они заранее знают о том, что они будут там участвовать, о том, что кто какие ценовые предложения должен будет, кто какую закупку себе возьмет. Вот, в общем-то, так они действуют. И исходя из этого, грубо говоря, можно сказать, что они разделяют рынок. И всегда, то есть конкуренции нету практически, там никакой конкурентной борьбы, всем все известно. Как это должно быть в идеале, это то, что 3 участника, никаким образом не зависящих друг от друга, они снижают цену, конкурентно борются. А в данном случае таких действий абсолютно не было произведено. То есть компания делает минимальное снижение на 0,5%, и дальнейших действий уже никаких не происходит. Выявлено 40 закупок, проведенных в 2013-2017 годах с признаками антиконкурентного соглашения. В результате незаконных действий представители картельного сговора извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является крупным размером. Прокуратура города Якутска направила материалы проверки в следственный орган для решения вопросов об уголовном преследовании. По материалам проверки прокуратуры города Якутска следственными органами, в частности следственной частью МВД России Якутска, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за организацию так называемого картеля. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет с ограничением права занимать определенные должности, либо без такового. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия и прокуратура города Якутска напоминают об обязательном соблюдении законодательства Российской Федерации в области государственных закупок. Прокуратура города Якутска теперь данные проверки проводит на постоянной основе, то есть анализ сайта закупки.gov осуществляется в ежедневном режиме, и я думаю, результаты придут еще в будущем.